считаю, что Коммунальщик чуть-чуть посильнее. Может, посвежее он. Почему? Потому что у них вчера, у Ирбиса 99 очень тяжелая игра была, тяжелый полуфинал. И они выиграли 2-0. Ну, не готовы они физически, потому что сегодня они немножко тяжеловато выглядят. А то, что в сезоне будет как? Неожиданно может быть то, что на первенство города включился молочный дождик. Это там объединение произошло «Заря», значит, «Динамо», кто по большому не играет, они тогда объединились, значит, и ушли с Коммунальщика несколько человек туда, значит, молочный дождик. 4 команды будут делиться по местам, там, 1, 2, 3, там Коммунальщик, Ирбис 99, мы и ШВСМ не будем отбрасывать в сторону, значит. Вот. Поэтому я думаю, что интересный чемпионат будет в каком плане? Значит, 6 команд будет в высшей лиге, 2 круга, и остальные первая лига, там команд 10-12 будет. Ну, то есть массовость появляется, но мастерства еще маловато у нас. Два-два. Три-два. Ну, это сезон, можно сказать, неординарно в Якутии будет, потому что впервые, значит, мы становимся хозяевами такого крупнейшего соревнования, как Кубка мира по футзалу, который пройдет у нас в 4 городах. Это в Нерюнгри, в Мирном, в Ленске и в столице нашей Якутске. А затем уже финальные игры состоятся в городе Мирном, но якутские болельщики столицы, да, увидят такие команды, как Аргентину, Испанию, Каталонию, которые будут играть непосредственно здесь, в городе Якутске. Соревнования эти пройдут с 10 по 20 июня. А местные соревнования тоже не забыты. Сразу после окончания, значит, Кубка мира состоится республиканские соревнования среди ветеранов и среди женщин. У нас еще ждут чемпионат республики среди сельских улусов. Наш основной чемпионат будет проходить по большому футболу. Это в августе у нас в календарном плане стоит. Еще крупнейшее мероприятие, это как Кубок президента нашей республики. В прошлом году участвовали команды «Концентрат», «Алмаз» и «Заря». В 3 этапа: мини-футбол, футзал и большой футбол. Ну, в этом году, в принципе, будет соблюден этот график, то же самое. Только по регламенту еще будем определяться, где проводить. А так кубок будет. Но это еще не все. Крупнейшее мероприятие нас ждет осенью. Когда с вводом, значит, крытого футбольного стадиона в городе Нерюнгри, со стандартным футбольным таком поле, да, впервые будет проведен Кубок Севера возобновлен, который уже лет 15 не проводился.
И вот состоится в этом году, после долгого перерыва он состоится. Это в плане стоит в ноябре месяце.